Устранение кадрового дефицита и вывод надзорных структур из состава Минстроя. В Магасе прошло совещание по вопросам строительства соцобъектов. Нам нужно и надо относиться к нашему флагу очень бережно, очень ценно. Главному символу республики 25 лет. Сегодня отмечается День ингушского флага. Расскажем об истории этого дня и праздновании юбилея. Были также озвучены ключевые показатели эффективности региональных отделений, где мы тоже заняли 3-е место. Что сделано, а что еще предстоит? В Магасе подвели итоги деятельности ингушского отделения партии «Единая Россия» за первый квартал. Следственной частью ОМВД России по Назанскому району проводятся все автотехнические, судебно-медицинские экспертизы. Ночная авария унесла жизнь молодого парня. В чем причина ДТП? Сотрудники ГИБДД озвучили предварительную версию случившегося. Что сейчас здесь, садил этим дойти третьего ваша делаешь. И на следующий день командный яртка 31 стран яртка выставить япончиш, корейчиш. Тига садил этим золото да ваша делаешь. Ингушский дзюдоист Исмаил Чесыгов стал бронзовым призером 30-й Всемирной летней универсиады 2019. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. Мы обязаны осуществить все мероприятия по модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий. Люди должны почувствовать реальные изменения в водоснабжении и качестве воды, причем некоторые уже сейчас, заявил в Рио глава республики Махмуд Али Калиматов на совещании о мерах по улучшению водоснабжения в регионе. По его словам, перед властями региона стоит комплекс задач, связанных с исполнением майского указа президента России, в котором определены стратегические направления развития страны на период до 2024 года. Калиматов выразил серьезную обеспокоенность сложившейся ситуацией с подачей воды. Множество жалоб от жителей региона поступает и в адрес в Рио главы Ингушетии. Он отметил, что в регионе неоднократно принимались программы и намечались сроки окончательного решения проблемы водоснабжения. Планировалась замена всех изношенных водопроводных сетей и обустройство необходимого количества скважин, выделялись соответствующие средства. Но проблема водоснабжения все еще полностью не решена. По словам в Рио главы Ингушетии, такая судьба не должна постигнуть проект «Чистая вода», реализуемый в рамках национального проекта «Экология». Махмуд Али Калиматов подчеркнул, что независимо от причин необходимо в кратчайшие сроки решить вопросы предотвращения перебоев в подаче воды. Значит, у нас даже те средства, которые выделяются, они у нас используются ненадлежащие и ненадлежащим качеством труб применяемых. Вот просто трубы. Покупаются в соседних республиках трубы. И я это знаю достоверно. Они песком или чем-нибудь, ну есть такой обжиг или что-то еще, очищаются, прокладываются. Я просто хочу поставить в известность. Мы их будем выкапывать, показывать всем по телевидению. И вы знаете, мы людей отвлекли, чиновники, отвлекли от их забот и хлопот всякими лозунгами, речевками. А им нужна просто чистая вода, светлая там, комната, чтобы свет горел. Как часто Роспотребнадзор заборы делает воды? И у вас это не предусмотрено? Не, вот, например, емкости у нас стоят. Вообще, вы мне можете, вот, прошу, протокольная часть где? Есть? Вот запишите, дайте мне сведения сегодня же с актами проверок емкости по проверке и результаты качества воды, которую вы проверили. И конкретные исполнители, кто у вас из инспекторов уезжал, какие меры принимал, возбуждалась административка, не возбуждалась, какой забор, порядок забора, технология забора, не нарушено ли это. То есть все вещи, которые
ориентированы на добрую, хорошую воду людям. Это один штрих. И по трубам. Есть ГОСТы, стандарты, все откуда брали трубы. Все, которые применялись и где заменялись за период, например, 3 года. Не например, а 3 года. Берите мне их диаметры, качество, источник завода, где они покупались, договора, счета, которые пошли оплату этих предприятий, то есть продукции этой. И потом технологии монтирования, замки на 100 метров или на каждые полметра, потому что хомуты это понаденут на 100 метров 10, а потом вода еще не идет. Вы разберитесь, почему нет, и по водоканалу тоже, я уже, правда, уже говорил, и представитель правительства, мы обсуждали этот вопрос. Вникните в эти вопросы. Я даже вам скажу, что не важно, что деньги, вы знаете, я вот представитель правительства сказал, вот какая-нибудь точка будет готова, я говорю, давай вдвоем выйдем, прям вот с этого крана нальем, или там с этого, и вдвоем ее выпьем. Вопрос стоит в том, и деньги ни при чем, по большому счету, и трубы ни при чем, и все ни при чем. Ну, воды-то нет. Вы людям воды дайте, пожалуйста. Они-то просят воду. А не какие труды мы там затрачиваем, какие фонды мы привлекаем. И теперь приходится разбираться поэтапно. А на совещании по вопросам строительства соцобъектов в республике в Рио глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов заявил, что кадровый дефицит узких специалистов, наблюдающийся в различных сферах жизнеобеспечения общества, будет устраняться в Ингушетии путем проведения конкурсов и привлечения профессионалов, имеющих строго профильное образование и соответствующий опыт. Так, по словам заместителя руководителя регионального Минстроя и главного архитектора Ингушетии Лидии Плиевой, сейчас только 2 из 9 муниципалитетов республики имеют в структуре административного аппарата штатного архитектора. Кроме того, руководитель региона высказался за вывод отдела архитектуры и градостроительства и надзорных структур из состава Минстроя республики. Получается, сами строим, сами проверяем. Министерства и органы инспекции не должны быть аффилированы, подчеркнул Махмуд Али Калиматов. По архитекторам, по этим, пожалуйста, можете за моей подписью даже, я вам подпишу, значит, на конкурсной основе, это правда штучный человек. Это правда архитектор. Это... И второе, больше вам скажу, у меня просьба, если есть усовершенствованные курсы при МАРХИ или где-то еще, закладывайте прям вот для этих людей сельских, потому что, где-нибудь он там будет в Сунже работать или там в Назране. Он, конечно, движется-то вперед, и программа, и все стройки уже делают в компьютере. Поэтому, если нужно, даже будем закладывать деньги, отправлять их учиться, в каждом районе и городе. Я вам больше скажу, раз вы такой опытный человек, создавайте комиссию, 3-5 человек, докладывайте председателю правительства. Слушайте, архитектор, если его не будет, поэтому очень серьезно займитесь этим. Я прошу, председатель правительства, докладывайте, мне, если нужно, он доложит. Но мы поспособствуем, чтобы эти люди вернулись, мы им создадим условия. Главный архитектор, у него должен быть очень хорошее помещение, он должен подобрать себе людей, он должен знать каждую стройку, понимаете? Он должен, где коммуникации проходят, где нельзя строить, где нельзя копать. Везде надо стояли, чтобы знаки, копать нельзя. Это все он дает, все изучает. И когда даже кто-то хочет построить там школу, архитектор приходит, а он говорит, не-не-не, нельзя. Здесь коммуникация, труба 200 идет, там у нас ФАПСИ провод идет, здесь у нас будет когда-то строиться это. Сейчас вот как архитекторов, следующий этап будем всех специалистов, кто захочет, на конкурсной основе принимать будем. Всех специалистов, и строителей, и финансистов, и экономистов, всех, кто нужно, природы и тому подобное.
Потому что если брать, у нас маленькая же республика, добрая республика, народ самый светлый по цене. Также в ходе рабочей встречи Махмуд Али Калиматов акцентировал внимание участников совещания на необходимость следования нормам законодательства при проектировании, строительстве и экспертизе. В частности, он рекомендовал ответственным лицам проверить проведенные на подряды по строительству социальных объектов торги на соблюдение принципов честной конкуренции. Напомним, по данным правительства республики, всего на 2019 год запланировано строительство 41 объекта социальной инфраструктуры. Среди них школы, детские сады, учреждения здравоохранения. По состоянию на июль 2019 года по 35 из них определены исполнители. По остальным 6 Минфином Ингушетии проводятся процедуры электронных аукционов. Давать реальную картину. Реальную картину. Каждый дом должен быть обследован, акт должен быть правильный. Строго в рамках действующего законодательства, регулирующее тендер, право, закон есть, регулирует строительство. Все это расписано. Все расписано. Алгоритм есть. Значит, вот мне нужно, значит, вот эти все детские сады, мне тендер, справки, короткие справки мне, только с названиями фирм, организаций, фамилий, все вообще полностью. Сегодня мы строим, и все говорят, хорошо, а я хотел бы, чтобы было лучше. Вот давайте, вот у нас позиция такая. Значит, вся наша деятельность, да, она не ради нас. И мы с кармана эти объекты не строим. Все вопросы, которые я сказал, все объекты, которые я сказал, мы будем... Теперь я начну выезжать, смотреть. Требования у меня те, которые параметры я говорю, они не изменятся ни от чего. Не от того, что там изменится погода, начальники. Просто если хотите работать, работайте. Юбилей главного символа республики. Сегодня национальному флагу Ингушетии исполнилось 25 лет. Символ, объединяющий под своей сенью весь ингушский народ от мала до велика. В любом уголке мира он сплачивает представителей республики как единый организм. Белое полотно с зелеными полосами и красным солярным знаком – отличительный знак субъекта и оплот его государственности, говорящий о достижениях и стремлениях. Репортаж Арины Тичоевой. Ингушский флаг впервые появился на мировой арене в 1999 году. Тогда в Германии проходил бой нашего земляка Ахмеда Катиева. Спортсмен после победы по традиции был в накидке в виде ингушского флага. Ахмед – первый спортсмен, который представил на мировой арене символ и гордость ингушского народа – наш национальный флаг. Когда я поднимал флаг на ринг после своих боев, значит, я чувствовал, во-первых, гордость, чувствовал поддержку своего народа, эмоции переполняли. И мне вот хотелось именно показать в этой форме, с этим флагом, показать всю свою радость, то, что в Ингушетии есть сильные люди, сильные спортсмены, что я один из них. Конечно, была гордость, то, что с помощью Всевышнего была такая возможность на весь мир показать ингушский флаг. Это было в первую очередь. Ингушское достояние поднимали даже на самые высокие вершины мира. Первой это сделала наша землячка, прославленная альпинистка Лейла Албагачиева. Государственный флаг Ингушетии представляет собой прямоугольное полотнище из 3 горизонтальных полос. Белый цвет, который занимает большую часть флага, символизирует чистоту помыслов и действий. Зеленый олицетворяет пробуждение природы, изобилие и плодородие земли Ингушетии, а также выступает как символ ислама. Красный цвет символизирует право жить на земле своих предков в мире и согласии с соседними народами. Это большое достижение. Это многовековая борьба, многовековое стремление ингушского народа своей государственности, своей обособленности, своей самоидентификации в ряде, в строю всех народов, населяющих нашу необъятную страну. И надо чтить и почитать этот флаг. Святыня наша, флаг Ивы, это и для любого народа, но
زيقز يس زيقز بيرقز داقز وي يس بيرق تخن حل إيه هل مجاسي لاتز وي بتش حلقين زدانيشت وي تلفزيوني لات وي دع وي حياة غالط لات وي بيرق قد يهون دالقية بولصق ليلة ألبغتي وز ودنيا تأجر لقايا لام بحقت أتوتيا يحيها جملاي واتصق جملون إيفرست يعش بس جرات ست أتوتيا داقش دق نحلات وي تشامبيون نجدي هنا كوت بيلي حل إيو وي بيرق الله يمكن بيرق حل إيو. Все атрибуты вот этого флага, этого нашего символа, цвета и расположены внутри вот солярный знак, а прежде чем они легли в основу вот нашего флага, они прошли тысячелетия. И, соответственно, нам нужно и надо относиться к нашему флагу очень бережно, очень ценно. Доктор исторических наук Зайнаб Зарахова уверена, орнамент ингушского флага – язык тысячелетия. Нашим флагом, нашим полотнищем являлось белое полотно. И те символы, которые предлагались учеными, историками, это и Хасолтом Акиевым, Абукаром Танкиевым, Ибрагимом Дахильговым, Хусейном Барахоевым. На оргкомитете, где обсуждался вариант флага, был и Борис Харсиев, и другие, был и Тамерлан Муталиев. Говорили о том, каким он должен быть, наш символ государственности. Конечно, были варианты, но все они вращались вокруг мотива вечности и мирового древа. Впервые национальный флаг появился в 1994 году, через 2 года после образования республики. В основу государственного флага лег вариант, предложенный профессором Ибрагимом Дахильговым. Еще в 1976 году в Грозном вышла книга его рассказов, обложку которой украшал солярный знак, обнаруженный ингушскими археологами и учеными на старинных сторожевых башнях. Уже с бумаги воплотить идею ученого в жизнь посчастливилась Марем Тангиевой. Ровно неделю она работала над созданием национального символа. Тот день, когда закончилась работа, вот как положила его, вот сегодня вы видите его после того. Никогда больше я его не открывала и ничего не делала. Вот это кусок, который остался вот от того флага. Вот такой шелк это был. Вот этот шелк и мулиновые ниточки, и вот эти пяльца. Все, я с детства умела и шить, и вышивать. И вот это мне пригодилось, и я просто счастлива, что это мне довелось. Я не ожидала, что это будет. В общем, вот такие вот ниточки еще вот с тех пор оставшиеся. Вот такие вот воспоминания вот на этих предметах. Изначально флаг выглядел немного иначе. На белом шелковом полотне зелеными нитками был вышит солярный круг, который впоследствии претерпел некоторые изменения. Сегодня ингушский флаг занимает достойное место на международных, всероссийских, экономических, научных и культурных форумах. Ведь уважение к символу своей государственности в первую очередь уважение к своему народу. Рина Сычоева, Новости 24. Четвертьвековой юбилей создания государственного флага Ингушетии отметили сегодня в столице региона Магасе. На аллее имени Кадырова состоялся праздничный концерт, организованный Государственной филармонией. Кроме того, сотрудники администрации Магаса провели акцию при въезде в столицу. Водителям раздавали наклейки с изображением государственной символики. Обо всем подробно расскажет Дана Плиева. 25-летний юбилей одного из 3 государственных символов республики на аллее отмечают в национальном ритме. Музыкальный подарок дарят солисты госансамбля и артисты ингушской эстрады, которые отмечают всю значимость этого праздника. Наш флаг и характер, и наши адаты, и наше воспитание, и наша твердость. И туда, конечно, много чего входит, потому что действительно флаг, он наш флаг, флаг нашего народа, народа ингушского. Соответственно, он за собой несет, одним словом говоря, характер нашего народа. При создании официальной символики всегда учитываются особенности жизненного уклада и географическая уникальность края. Потому умалять значение этого праздника никак нельзя, считают все собравшиеся. В совокупности наш ингушский флаг – это отражение непростых испытаний, выпавших на долю народа, а также веры в лучшее, процветание и развитие, к которому должна стремиться Ингушетия. Хочу поздравить всех жителей республики с этим знаменательным праздником. И
Очень хочется, чтобы такие праздники проводились максимально торжественно, чтобы воспитывалось духовно-нравственное и патриотическое мышление у нашей молодежи, да и в общем у всех представителей нашего общества, и чтобы вот эти плоды, заложенные сейчас, в дальнейшем разрастались все больше и больше. Дал массоварик могуж мяш олуж зезул магдал лорбеш ирс яхту болуж дахал твой массад захежу бвен тахан му сирт хоз малх. В мэрии Магаса День ингушского флага также организовали небольшую акцию. Представители мэрии вместе с волонтерами раздают наклейки водителям с изображением одного из главных символов республики. Мы на этой акции привлекли молодежь, команда мэра, плюс также сами сотрудники мэрии и подведомственных организаций. Такие мероприятия мы проводим довольно часто. Акции я участвую первый раз, но это довольно-таки интересно, потому что мы воспитываем патриотичность в себе, самих и в людях. И знаете, это первый раз, когда люди при раздаче как-нибудь флаеров не отказывали нам. Можно сказать, что они просто увидят этот флаг и просто берут его и даже радуются. Для тебя какой посыл несет эта акция? Акция любви Родине. Я могу сказать это, трактовать это так. Потому что флаг – это неотъемлемая часть Республики Ингушетия, и через него, можно сказать, мы показываем себя под эгидой общего флага. Ингушский герб, флаг и гимн – 3 государственных символа, которые отражают самобытность нашей культуры, ценности, историю, и такие мероприятия – лишний повод напомнить самим себе, какие цели и планы должен ставить перед собой каждый житель региона, чтобы открывать и покорять новые горизонты для родной Ингушетии. Дана Плиева, Магомед Даскиев, Новости 24. День флага Ингушетии музыкальным подарком отметили и в Доме культуры сельского поселения Икажево. Для жителей организовали праздничный концерт, выступили заслуженные артисты эстрады. Все песни сегодня посвящены родной республике. К другим новостям. В Магасе подвели итоги деятельности Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия» за первый квартал текущего года. Расширенное заседание Президиума политического совета партии прошло под председательством премьер-министра Зелимхана Евлоева. Каждый из участников выступил с докладом о реализации партийных проектов. Всего на повестку дня было вынесено 5 основных вопросов. Подробности в сюжете Жаридат Халухоевой. На очередном заседании Политсовета ингушские единороссы подводят итоги работы за первое полугодие 2019 года. На повестке дня 5 основных вопросов, в числе которых определение уполномоченных представителей партии, которые будут ответственны за кандидатов в депутаты местного самоуправления на предстоящих выборах. Сегодня назначаем уполномоченных представителей партии «Единая Россия», которые будут ответственны за сдачу документов, кандидатур, которые были выдвинуты конференцией партии «Единая Россия» 29 июня. И в соответствии уже после всех заверений, всех процедур избирательные комиссии муниципальных образований уже будут регистрировать их кандидатами в депутаты на предстоящие выборы. Первый квартал 2019 года позади, а значит, можно пожинать плоды партийной деятельности. Безопасные и качественные автомобильные дороги являются приоритетной в республике федеральной программой. В рамках ее реализации за первый квартал текущего года единороссами проведено более 30 мероприятий. Обустройство дорог 6. Рейдовые мероприятия совместно с органами ГИБДД-11. Роздано светоотражающих лент 320 штук. Проведено два анкетирования водителей. Это первое на наличие камер наружного наблюдения, правильно они расположены или нет, и наличие знаков, которые говорят, что рядом находится социально важный объект, такие как детский сад, школа, правильно ли они установлены и хватает ли. Говорили на встрече и о графике приема граждан депутатами Народного собрания республики в общественной приемной председателя правительства России Дмитрия Медведева. Как сообщил Мустафа Цуров, за отчетный период в приемную поступило сотни обращений. Ответ положительный, всего 289. На письменное обращение 94, на личном приеме 195. Ответ консультации 82, на письменное обращение 22, на личном приеме 60. Переадресовано 15, 5 письменных обращений, на личный прием 10 человек. Отрицательный ответ получили 2 человека.
Основные вопросы – это земельный, трудоустройство, материальная помощь. Партия еще в 2018-м запустила проект «Чистая страна». За это время проведен большой объем экологических работ. Этот год запомнился очередной третьей победой экологов республики в крупнейшей акции страны «Вода России». 3 года подряд республика занимает первое место. Это как раз показатель того, насколько удалось заинтересовать население наше, и насколько с каждым годом больше откликается население. Лидирующие позиции также по всем экологическим мероприятиям. «Зеленая весна», «Зеленая Россия». Уже второй год подряд республика в официальном докладе Министерства природных ресурсов России обозначается как субъект, оказывающий наименьший экологический вред в стране. Это самый экологически чистый субъект, значит. Наша республика, по данным Минприроды, является регионом лидером эффективной территориальной политики, реформирования системы ТКО. Это самая масштабная реформа, которая на сегодня проводится по всей стране. Еще один проект «Культура малой Родины» направлен на развитие культурной сферы, благодаря чему удалось закупить необходимое оборудование для театров и домов культуры. Были выделены субсидии, в том числе на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах численностью населения до 300 тысяч человек на сумму 23 миллиона. На поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров на сумму 11 миллионов 748 тысяч рублей. На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах числом жителей до 50 человек на сумму 612 тысяч. Заслушав доклады, секретарь Ингушского регионального отделения партии Зелимхан Невлоев поблагодарил единороссов за хорошие показатели проделанной работы. На совместном заседании Высшего совета и Генерального совета партии, где перед нами выступал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Владимирович Кириенко, выступал секретарь Генсовета Андрей Анатольевич Турчак. И перед началом мероприятия нам дали конверты, и в конвертах представитель каждого региона обнаружил результаты исследования, мартовского исследования, проведенного Фондом общественного мнения в процентном отношении по поддержке Единой России населением мы занимаем 3-е место. И буквально на следующем совещании были также озвучены ключевые показатели эффективности региональных отделений, где мы тоже заняли 3-е место. И в связи с этим я хотел бы поздравить региональное отделение политической партии «Единая Россия», имеется в виду всех членов партии, региональный политсовет, президиум регионального политсовета. И, конечно же, сказать спасибо и поблагодарить региональный исполнительный комитет за труд, за работу. Так держать. Бархушна Гаярясхал. Не обошлось на встрече и без награждений за участие в различных партийных акциях, включающих в себя различные сферы деятельности самых активных школьников, наградили почетными грамотами и памятными подарками. За пропаганду правильного питания в рамках акции «Сделаем вместе» обладательницей почетной грамоты стала и Тандила Пугоева. Мы сделали все, что могли, все возможное, чтобы наши школьники, обучающиеся нашей школы, все-таки имели правильное представление о питании. Проводили разные интерактивные уроки. В начальных классах это «Я то, что я ем». В средней школе это секреты правильного питания. Также мы не обошли стороной наше взрослое население. Устроили на территории нашей школы для них флешмоб, который мы раздавали им фрукты и памятки о ПДД. И также я думаю, что мы все-таки достигли цель. Сейчас нам только что вручили наши награды, стали все-таки победителями. И я думаю, каждый человек должен стремиться соблюдать правильное питание. Итог заседания стал не менее приятным в связи с назначением бывшего депутата Народного собрания Зарема Ильянова министром здравоохранения. Партийцами была представлена кандидатура Харона Саутиева на этот вакантный мандат. Жардат Хулхоева, Марбек Мержоев, Новости 24.
Со дня рождения устаза Кунтахаджи Кишиева сегодня исполнилось 233 года. Жизнь и учение религиозного деятеля, суфийского шейха – это неотъемлемая часть истории и духовно-нравственной культуры ингушского народа. Всенародный лидер и духовный наставник Кунтахаджи Кишиев, да будет возвышена его святость, с детства отличался честностью, трудолюбием и строгой нравственностью, и этим снискал к себе уважение. Проповеди его были направлены против насилия. О жизни и религиозном пути шейха в нашем материале. Поминание Всевышнего Аллаха коллективно в обществе мюридов, или, говоря одним словом, зикр, как путь служения Богу и очищения. Один из тех важных аспектов тариката, завещанных шейхом, след, оставленный на земле устазом Кунтахаджи Кишиевым, да будет возвышена его святость, невозможно оценить и соизмерить. يدني دتا أدمش دعوتش أدم دالي دي حصلتش أدم دالي ديال غديش بيحكاش أولى أشخ ديال وق بلي ولا سجوز إلسخار تروار دال سن بركات سن نعمتي قدام دوقلوين. Кунтахаджи родился в селении Иласхан-Юрт, в семье Киши и Хеди. В этом селе прошло его детство. Кунтахаджи, да будет возвышена его святость, потомок курайшитов по ветви Хашима. Кадарийский тарикат, возрожденный впервые в нашем крае Кунтахаджи, находил широкий отклик в сердцах людей. هتوادي هون كورسون تواسش شيء كل يتحدى المسكدي هون دو جواسش شيء ديغ حق دو تجواسش اشتدي هون ديك مليون جول او وين حبارك ايتا قيل بان شارع هون وي الله اشتدي هون واق ديك شهوس. Жизненный путь устаза был тернистым и сложным. В 1864 году духовный наставник подвергся аресту и был выслан в город Усть Южно-Новгородской губернии. Эту дату в Ингушетии не забывают и свято чтят память об устазе. В республике каждый год проходят памятные мероприятия, посвященные Кунтахаджи Кишиеву, да будет возвышена его святость. Когда собираются тысячи людей из самых разных тарикатов и даже из других регионов СКФО, становится ясно, что учения шейха помнят и живут его заветами. Взаимоподдержка и любовь к ближним, которые соблюдаются неукоснительно. Наибольшую известность и уважение среди ингушей Кунтахаджи Кишиев снискал еще и тем, что сумел без единого выстрела склонить народ к принятию ислама. До него это пытались сделать многие, однако доброе слово оказалось куда действеннее меча. Именно так учил пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. ساق مخبر سجوالير فت سووش كيك بنخمبول بوسو عرب شتقيه ديال سمالتونز ديال اتشغوچوان شولتي حق اسو ايماني بوالبه بعد نشرح عرب قصير شنو بيخشمو سو خلط استراتر اقوي مخ زغوچوالر بحانتي دوق نور ده حجبينوس وا يعني شاش خزج وهو ان ولو تان تحماد والج مهمي تحور يرت باقبولنا خنب ديال بولنا خنب لا يملو ويجر دين دت قدوا دين تيس يعني تواريان شو دولش بوش نزت جرزو شو جرز إيتا تردو شو توري إيتا بحبل بي يلا عارب يعني سارة صنع بركة شو ده شو كفر الله شو حالا بيها فدي ديستخدال دين تيس خلش ما بركة حاش وها شو ملوهم حكت بديان ديت خوس بدن ديت حتى يبار حاش أمي خوش مشوانو أنا تسجش صار عليان تسج شهادات دول ديتا. Пути шейха многие следуют, как в Чечне, Ингушетии, Дагестане, а также Северной Осетии, Казахстане и Киргизии. Мой мюрид должен быть как земля терпеливым, отмечал Кунтахаджи. Земля всему сущему дает пользу, и мой мюрид должен приносить пользу, а не вред.
إن تجدوه فيها از أنا داخل دوش تشريعة سنيسلج شان كردوغي فهو مني صور دشان از على بقدشان وإلا نجعسن شريعة دحلي دوش دلي فهو كذب محزن سون تقيلا بولي بولس أن أحبشان عنده. Последними словами, сказанными шейхом при расставании со своими мюридами, были: «Я завещаю вам любить друг друга». Шейх Устаз Авлия стал нравственно-этическим примером для сотен тысяч его последователей. Исуп Гелисханов, Новости 24. ДТП со смертельным исходом. Один человек погиб, еще один отделался ссадинами и шоком. Авария произошла в среду около полуночи на федеральной трассе недалеко от села Троицкое. Автомобиль «Лада Приора», столкнувшись с ВАЗ-21015, врезался в барьерное ограждение и вылетел в кювет. По предварительной версии ГИБДД, причина ДТП – превышение скорости и выезд на встречную полосу движения. В результате аварии житель Сунджи Магомед Арабханов скончался на месте. Но кто точно был за рулем, пока не ясно. Следствию еще предстоит восстановить всю картину случившегося. Следственной частью ОМВД России по Назанскому району проводятся все автотехнические и судебно-медицинские экспертизы. После проведения экспертизы будет установлено конкретно, кто сидел за рулем, Арабханов или его пассажир Аздоев. Но пока я не могу ничего сказать, пока не проведут данные экспертизы. Если окажется, что Аздоев сидел за рулем, то в отношении него будет возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса. Причинение по неосторожности смерти одному человеку. Ингушетия принимает участие в 47 из 67 федеральных проектов, представленных в составе 12 нацпроектов. Ход их реализации на территории региона обсуждался в Карабулаке. В городской администрации проходил экономический форум с одноименным названием «Национальные проекты. Вектор социально-экономического развития Республики Ингушетия». Идрис Ижиев с подробностями. До 2024 года Ингушетия будет участвовать во всех 12 национальных проектах. Общий объем финансирования составит более 13 триллионов рублей. К приоритетным направлениям относятся здравоохранение, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, спорт, норма жизни. Каждый представитель министерства и ведомства представляет полный спектр тех проектов, которые будут реализовываться в целом республике, рассказывает непосредственно о самом проекте, рассказывает его цели, задачи и так далее. И вот в продолжении, после того, как докладчик завершает свое выступление, уже в живом контакте задают вопросы, и в таком формате у нас организовано. На форуме первостепенные задачи в рамках нацпроекта здравоохранения в своем докладе обозначает заместитель министра здравоохранения Зураб Маршан. Это и строительство психоневрологического диспансера в Сагапши, новых поликлиник в Карбулаке, в Сунжском и Малгобекском районах. Необходимо доукомплектовать онкологический диспансер, детскую республиканскую больницу. Это далеко не полный список задач, которые планируют реализовать до 2024 года в сфере здравоохранения. Ингушетия также принимает участие в 5 федеральных проектах, которые в свою очередь входят в состав нацпроекта «Экология». Один из его пунктов – сохранение уникальных водных объектов. В нашем регионе вопрос экологического состояния водоемов требует большого внимания, поэтому решение проблемы занимает лидирующее место в списке задач. В рамках национального проекта «Экология» водоемы по всей республике подвергнутся масштабной очистке. Очистить городской пруд Назрани – одна из приоритетных задач. Помимо очистки, его подвергнут масштабному облагораживанию. Несомненно, каждый житель Ингушетии ждет изменений в лучшую сторону в этом направлении. Затронули на форуме также дорожный вопрос. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подготовлен для глобального решения проблем на дорогах. В рамках нацпроекта планируется в 2019 году реконструировать и обновить свыше 10 километров дорожного полотна, установить новые знаки и светофоры на особо опасных участках. На сегодняшний день спорт в республике развивается семимильными шагами. В спортивных школах воспитывают будущих чемпионов. Хасан Мургустов в своем докладе обозначил приоритетные направления в реализации нацпроекта «Спорт. Норма жизни». Подвел итоги уже проделанной работы. В рамках этого нацпроекта планируется еще ряд мероприятий. В этом году в рамках данного проекта нами завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Сагапши. Также в третьем квартале будет завершено строительство фока с плавательным бассейном на Совкорте. Также в рамках данного проекта у нас в этом году
идет мероприятие создания и модернизации футбольных полей с легкоатлетическими беговыми дорожками. Это у нас будет в административном округе Носокорта. Также строительство 2 игровых площадок, так называемых площадки воркаут. Кроме вышеперечисленных, республика участвует еще в 8 национальных проектах разной направленности. Реализовать их поручено до 2024 года. Задачи, требующие решения, масштабные и серьезные, поэтому воплощать национальные проекты, как отмечают на форуме, будут постепенно, шаг за шагом. Идрис Ижиев, Адам Далаков, Новости 24. В Малгобекском районе Ингушетии построят курорт с грязелечением. Санаторно-курортный комплекс планирует возвести возле известного на Кавказе термального источника Дарбенхейм, территория которого составит 5 гектаров. Участок выделен, цена проекта более 1 миллиарда рублей. В районе селения Средний Ачилуким, где появится здравница, расположен далеко не один термальный источник. Санаторий будет специализироваться на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата и кожи. Он сможет одновременно принять не менее 300 гостей. В проекте предусмотрено создание на территории санатория парка, конно-спортивного комплекса, этнографического музея и даже небольшого зоопарка. Строительство комплекса начнется в этом году. Ингушский дзюдоист Исмаил Чесыгов стал бронзовым призером 30-й Всемирной летней универсиады 2019. Исмаил выступал в весовой категории до 66 килограммов. Провел 6 схваток, в 5 из которых одержал уверенную победу. Такой успех – результат упорности и мотивации самого спортсмена и его тренера. В каких условиях тренируется спортсмен и как добивается поставленных целей – в репортаже Зелимхана Калоева. 6 схваток и 5 побед. Исмаил Чесыгов выступал в весовой категории до 66 килограммов. В соревнованиях в Италии участвовали лучшие из лучших. Вернуться на родину без победы спортсмен себе просто не мог позволить. Самой тяжелой стала схватка за выход в полуфинал. Ранее Чесыгов уже встречался с французом в Тбилиси. Тогда Исмаил уступил победу. Но на универсиаде превосходство было у нашего спортсмена. Что сейчас здесь, сидел, и на следующий день командный яртка, 31 стран яртка, выставить тебя, японцы, корей, чеш, тига, сидел, золото, да, ваше дело, то же самое, то есть летать, как спортсмен летаешь. В дальнейшем, да, Андале, турнир имеет гран-при, большой шлем, то же самое, соперники будут вот мировой соперник, мирового уровня. Ханс залечить театром, да, могла Ханс турнира, вот хожу теперь хожу турнир, я место венчта. И в эти чемпионат России, Ханс сентября халиш. Чемпионат России, Ханс кичем я хожу. Противостояние с венгром и битва за бронзу выдалась не менее сложной. После этой встречи у дзюдоиста остался неприятный осадок, травма плеча и разрыв связок. Но когда идешь к победе, приходится терпеть любую боль. Как и на любых соревнованиях, судьи оценивали с особым пристрастием, что не позволило Исмаилу Чесыгову забрать медаль высшей пробы. Соперник очень курс, дополнительное время дать гвинга схватка. Дополнительное время им там по замечаниям что-то судишь, все уже запросто, да, замечаем, что судишь щитер, вот могу. Я оценка хаен, потом я возьму соперника, дух лорд ну, спорный момент, сун халес, схваткам. А что самое волнительное, сагатежу схватка за 3-е место, последний схватки решающий медаль, Дзюдо 23-летний спортсмен занимается 11 лет. ФОК Карабулака выпустил и воспитывает немало именитых триумфаторов, как Исмаила Чесыгова. Наблюдая за успешными дзюдоистами, блеск в глазах и та самая искорка появляется и у начинающих спортсменов. Анзор Богатырев уже завоевал 1-е место на международном турнире в Донецке. Пятигорский диатаз, Украина диатаз, Донецк, Калмыки диатаз, и у Казахстана тесенаш, и цель Олимпиаде. Еще 2 года назад на прошедшей в Тайбэе универсиаде сборной России удалось завоевать 3 серебряных и 9 бронзовых медалей. Однако в этом году у нашей страны 1-е место в командном зачете. Впервые за 20 с лишним лет. И это не без заслуги ингушского спортсмена. Состязание дзюдоистов на студенческих играх традиционно отличается сильным составом участников. В разное время золотые медали универсиад выигрывали многие известные дзюдоисты. В том числе в 2015 году победителем соревнований в Южной Корее стал ингушский дзюдоист, олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев.
Победитель открытого турнира в Софии 2018, призер чемпионатов России, победитель Кубка Европы, мастер спорта России по дзюдо. У Исмаила Чесыгова наград немало. На универсиаде спортсмен выступал со сломанным пальцем в Израиле. Но даже старые травмы не помешали ему показать блестящий результат. Конечно, все это не без тренерской поддержки. Будем еще больше работать, чтобы наш мальчик выступал на чемпионате Европы, на чемпионате мира. Созваниваемся со старшими тренерами, вроде они довольны его выступлением. Он борется, выигрывает, хорошие результаты. Вот этим детям есть на что смотреть. Конечно, нет, есть на кого равняться. У нас в данное время в нашем фоке Карабулаке и чемпион России по карате есть, и по боксу призер России есть. Вольная борьба, бокс, грэпплинг, дзюдо, самбо, карате, армспорт и плавание. Ребята занимаются тут ежедневно до 9 часов вечера. Но чтобы воспитывать новые спортивные кадры, нужны соответствующие условия. Эти два зала разделяет импровизированная шторка из старых рекламных баннеров. Здание построили в 1995 году и нуждается в ремонте. За день здесь проходит тренировку около 700 спортсменов в разных видах спорта. Если раньше для села здание было роскошью, то теперь для города с населением более 50 тысяч человек условия очень стесненные. Работа идет, но неправильно говорят тренеры. Старые раздевалки и изношенные тренажеры в фоке тоже в списке проблем. Конечно, здесь ФОК нуждается и в расширении, так как у нас население города увеличилось намного, вы же знаете, это сейчас, и много детей с результатами вот наших чемпионов по карате, по дзюдо, по самбо, по боксу. Все ребята, конечно, стремятся в зал. Хотелось бы, чтобы чуть-чуть расширить это, чтобы чуть-чуть побольше инвентарь поменять. Это все старые, мы залатываем, делаем, что можем. Стараемся заварить и гриф, и то, и все, что... Конечно, ребята нуждаются в этом. Несмотря на все трудности, и финансирование очень, если честно сказать, тяжелые проблемы, потому что, когда выезжает любой гран-при, приходится нам, тренерам, покупать билеты. Это очень, конечно, накладно бывает, но тем не менее мы стараемся и со всех сил выкручиваемся, делаем все возможное, невозможное, чтобы наши ребята, ингуши, выезжали, поднимали ингушский флаг, российский флаг на международных уровнях. Решением проблем могло бы стать строительство еще одного ФОКа, которого крайне не хватает в городе Карабулак. 39 на 18 у нас была договоренность, что с Ростова фирма приедет и поставит нам ФОК. Конечно, очень хорошо было бы, потому что здесь можно было 2 ковра борцовских положить, 2 самбистских, 2 дзюдо и... Игровая площадка, волейбол, баскетбол, во всех отношениях очень хорошо было бы. А в чем проблема сейчас? Ну, проблема в том, что финансирование, конечно, если была бы возможность, вот обещают построить. В данное время во всех селах построены и фоки, и все. Это старый фок, посмотрите, вот мы его латаем потихонечку, стараемся содержать как можно лучше. Вот у нас хорошее футбольное поле есть, ребята работают. Вот это поле вообще место, оно очень хорошее, чтобы здесь поставить дополнительный фок. И не надо было увеличивать ни тренеров. Все здесь, половина сюда перешли бы и работали бы. Спортом занимаются тут и девушки. Для них приспособили отдельное помещение, которое возвели своими силами и с поддержкой местной администрации. 65 дзюдоисток уже успели заявить о себе. Приезжала Кабарда, Осетия, Южная Осетия, Чеченская республика. Конечно, наши 2 юные маленькие дзюдоистки заняли 2 первых места. Конечно, было приятно. Есть стимул, как говорится. Будем дальше работать. Без поддержки трудно говорить о новых победах. Тренеры отмечают, из-за отсутствия финансирования участие спортсменов в соревнованиях мирового масштаба все чаще под вопросом. Многим не по своей воле приходится ставить крест на спортивной карьере или же выступать от других регионов. Зелимхан Калоев, Марбек Миржоев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.